В российских СМИ новый виток антитурецких настроений. Медиа пестрят заголовками «Эрдоган построил монополию лжи». Утверждают, даже взорвавшийся над Синаем в ноябре прошлого года российский лайнер – дело рук турков. К крушению А-321 могут быть причастны турецкие боевики. И происки ИГИЛ тоже на их совести. Саудовская Аравия поддерживает Турцию, поскольку та поддерживает террористов, покупает у них нефть и позволяет пользоваться своей территорией. Причина усиленного интереса к Турции проста. В прошлую пятницу российский бомбардировщик Су-34 предположительно снова нарушил воздушное пространство этой страны и не остался незамеченным. Прежде чем произошло нарушение границы, пилоту российского самолета несколько раз поступило предупреждение от радарных служб Турции на английском и русском языках. Самолет вторгся на территорию страны на 20-25 секунд на глубину в несколько сотен метров. Турецкая мировая пресса растиражировали новость. Турецкие медиа называют такие действия Кремля опасной игрой. Пишут, из-за этого Эрдоган даже выразил желание встретиться с российским коллегой. Между тем, в турецких СМИ появляются колонки, в которых авторы прямо указывают, Россия делает все возможное, чтобы спровоцировать Анкару. Удастся ли, неизвестно. Но в результате пятничной провокации турецкая авиация была приведена в состояние боевой готовности. Москва традиционно все отрицает, якобы Турция ни о чем не сообщала, так что вся эта история – голословная пропаганда. Определить, чей именно самолет нарушил воздушное пространство, радары просто не могут. Это возможно только с помощью прямого визуального контакта с другого самолета, которого не было. Иными словами, их там нет, какие ваши доказательства? А если нарушение было, то совсем незначительное. Российские СМИ раскрашивают ситуацию метафорами вроде «иллюзия вседозволенности» и объясняют, теперь военное столкновение может случиться в любой момент. Вот турецкая авиация и приведена в готовность как к обороне, так и к нападению. Турецкие вооруженные силы ведут регулярный обстрел по населенным пунктам Сирии. Но Россия тоже готова к любому развитию событий. Москва перебросила в Сирию новейшие истребители Су-35С. И ни заявление Эрдогана, ни воззвание НАТО и Пентагона Кремль не пугает. Тем более, что эксперты с телеэкранов авторитетно заявляют. Турецкая армия на сегодняшний момент не может себе позволить никакую большую войну, а тем более влезть в войну против России. Турция не решится больше сбивать российские самолеты, убеждают россиян журналисты и объясняют, успехи сирийской армии при поддержке России ослабили влияние США в регионе, вот Вашингтон и злится. Периодически появляются даже откровенно конспирологические теории. Турки хотят под шумок захватить часть сирийской территории. Они этого не скрывали раньше, они не скрывают этого и сейчас. И вообще, турки уже испугались и хотят дружить, заверяют российские СМИ. Но Россия не забудет и не простит. В прошлый раз, когда турецкие ПВО сбили российский самолет, Москва отреагировала целым набором санкций против Анкары. Вот и сейчас «Газпром» отменил скидку на топливо для частных турецких компаний.